Салем достар. Бул Каштанов, Минен Каштанов реакшн, Арнама Кош, Ельдинис ДР. Сегодня у нас будет реакция на видео под названием «Шавкат нереально силен. Как он смял Томпсона и вызвал чемпиона на UFC 296». Обзор. Дальше титул. Ребята, смотрю видео с канала Спорт Шрёдингера. Очень много было комментариев с просьбой записать реакцию на это видео. Ну что ж, ребят, выполняю вашу просьбу. Также пишите в комментариях, на какое видео, по вашему мнению, мне стоит записать реакцию. Обязательно рассмотрим все варианты, как говорится. Прежде чем мы приступим, конечно же, Копра Ахмед за то, что подписывайтесь на канал Достар. Кто еще не подписался, внизу кнопка. Переходите, подписывайтесь. До 200 тысяч подписчиков на ютубе осталось совсем немножечко. Давайте до Нового года добьем эту колоссальную цифру, как для формата реакция. Я, насколько знаю, таких каналов достаточно немного. Каналов с реакциями, чтобы были такие большие числа по подписчикам. В общем, все подписывайтесь, включайте колокольчик уведомления, а также подписывайтесь на мой Бусти, ссылка на него в описании. Прямо сейчас смотрим новый сериал. По-моему, он называется «Меф Мяу-Мяу». Вот такое вот странное название. Также 1286. Рабство смотрим. Также «Мошенники» посмотрели. Также «Во все тяжкие». «Игра престолов», «Дом драконов». «Слово пацана» посмотрели, ребят. А также фильмы по вашим заявкам. Все это на Бусти, все это ждет вашего внимания. Так что переходите, подписывайтесь. Там, кстати, действует бесплатный двухдневный пробный период. То есть можно ничего не платить, зайти, посмотреть, что и как там происходит. Только имейте в виду, что посты, которые подходят под бесплатный двухдневный пробный период, они находятся гораздо ниже. Прям надо вниз листать и обязательно доберетесь до этих постов. А то многие не понимают, где их искать. Они, ребят, ниже. А все, что актуально, все как бы за полноценную подписку. Ребят, ну оно того стоит. Я всех призываю и настоятельно рекомендую. Если вам, в принципе, нравится формат реакция, то Boosty — это то, что вам нужно. Так, ребят, извините за такое долгое вступление. Никто не прорекламирует. Сам себя прорекламирую. Короче, как-то так. Ну и давайте уже смотреть видео. Кетка. Достар! Всех с праздником! Днем независимости Двойной праздник Республики был. Казахстан и всех с победой Шавката Рахмонова! Камон! Всем привет, меня зовут Петр Воликов, вы смотрите Спорт Шрёдингера, и у нас выпуск про победу Шавката Рахмонова. Я записываю сразу после UFC 296, где Шавкат стал первым, кто заставил Стивена Вандербоя Томпсона постучать после приема. У казахстанца теперь 18-0 и 18 финишей, а в UFC у него теперь 6 побед. Это был первый сабмишн над Томпсоном. Тамаша! И так далее, 6 побед. Сразу после победы над Томпсоном Шавкат бросил вызов чемпиону. Сейчас я подробно разберу бой Шавкат-Вандербой, расскажу про реакцию бывших чемпионов UFC, а еще будет про титульную гонку и про все события вокруг этого боя. Кеток, приятного аппетита. Давай. Ехал. Кстати, в одной из прошлых реакций я случайно назвал Шавката чемпионом UFC. Тоже многие на это обратили внимание, писали в комментариях, мол, не сглазь, он еще не чемпион. Ребят, да, это оговорка, но, как говорится, оговорка по Фрейду. О чем я думаю, как следствие чего я хочу, то я и сказал, так я и оговорился. Искренне желаю Шавкату стать чемпионом UFC в своей весовой категории. Искренне и от души. Оговорочка по Фрейду, ребят. Сегодня день, когда цифра 18 в тренде. У меня тоже есть любимая цифра, но не 18, а юз. Кстати, моя любимая цифра 18. Чуть-чуть, и мне нужна ваша помощь. Очень верю, что уже в этом выпуске мы пробьем отметку в 100 тысяч подписчиков. Пожалуйста, подпишитесь на канал, лайк и коммент продвинут это видео и весь спорт Шрёдингера. А от меня вам в описании ссылки на полный бой Шавката и несколько интересных выпусков, где мы собирали про него интересные истории. Рахмет, а теперь к бою!
Бум. Итак, 2023 год окончательно стал годом, когда всю страну по воскресеньям пару раз в год будет не Геннадий Головкин, а Шавкат Рахмонов. Второй подряд бой он попадает в главный карт номерного турнира на главной бойцовской арене мира T-Mobile в Лас-Вегасе. В США такие турниры показываются по системе платных трансляций, а UFC в главный карт ставит чемпионов и, конечно же, зрелищных бойцов. Бой Ребят, по поводу платных трансляций, тоже были такие комментарии, встречались, мол, блин, почему казахское телевидение так или иначе, да, не купило трансляцию и не показало этот бой для всех в прямом эфире по центральному телевидению, я не знаю, как там у вас это называется. Вот, кстати, у меня тоже в этом плане вопросы. Я думаю, цена, наверное, не маленькая, но как для государства это все сущие копейки, я считаю. Я думаю, такие значимые бои должны транслироваться по центральному телевидению. Ребят, напомните крайний бой Геннадия Головкина, где он, к сожалению, проиграл. Он же тоже, да, не транслировался по центральному телевидению. Блин, это очень жаль. Я думаю, это такой как бы досадная оплошность или недоработка, упущение министров от спорта Казахстана. Ну, ребята, это всего лишь мое мнение. Ваше мнение напишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. И даже дело не в том, что там платить, не платить, да, это же престиж страны. Это люди, Геннадий Головкин, сейчас Шавкат Рахмонов, которые выступают на лучших спортивных площадках в своей спортивной категории, в своей спортивной дисциплине. Я думаю, такие матчи и трансляции обязательно должны быть для всех в Казахстане хотя бы, да? Шавкат Томпсон интриговал по нескольким причинам. Классическое противостояние опыта против молодости. 29-летний Шавкат из нового поколения бойцов против 40-летнего вандербоя, который уже на закате карьеры. Другие интриги перед боем. Будет ли разборка вот стойки, учитывая, что Шавкат любит зарубиться? Будет ли Шавкат переводить вандербоя? Станет ли Шавкат первым, кто заставит вандербоя постучать? Ответы на все вопросы мы получили, собственно, клетке. Да, соглашусь, что бой получился не самым зрелищным, но для репутации Шавката он пошел на пользу и подкинул топливо в его поезд хайпа. Личный итог для меня: Шавкат вообще не показал минусов, не дал даже и намека. В первом раунде у Стивена хватает. Притом, ребята, он выступал с травмой. У него была травма ноги. Тоже в одной из прошлых реакций сам тренер Шавката про это рассказал. Мы смотрели это видео. Не знаю, вот здесь вот спорт Шрёдингера этот момент отметит или нет. Хватало сил защищаться от переводов. Публика даже чуть засвистела, когда Шавкат зажал вандербоя у сетки и пытался пролезть. Вандербою очень тяжело даются бои с борцами, но надо отметить, что защита в борьбе у него хорошая. До сегодняшнего никто его не мог удушить. Ни раз не стучал. До того момента, пока я не встретил Шавката Намада Рахмонова. Удивительно, почему к 40 годам Стивен не научился атаковать и контратаковать. Да? Я думал, он скажет: удивительно, почему к 40 годам Стивен не научился стучать, да? Ну вот, научился. Только к 40. Он поставил. Шавкат Рахмет. Вообще стоит отметить, Стивен красавец. Вот вышел он сегодня, да, я, естественно, хотел, чтобы Шавкат его там досрочно ушатал, да, хотелось, чтобы красочно, эффектно это было, но у него лицо человека положительного, нельзя на него как-то, не хочет, чтобы он тоже там получал по таблу, поэтому самое идеальное — это задушить. И только когда, помнишь, первый раз он его пытался задушить, когда он вышел, да, лицо у него было, конечно. Только последнюю минуту первого раунда Шавкат и Томпсон провели в стойке. Увидели редкий удар вандербоя и перспективный удар Шавката. Жаль, Шавкат не попал. В перерыве тренер из американского зала Kill Cliff Генри Хуфт просил Шавката добавить больше коленей в клинче и поверить в свою стойку. Я предполагал, что было так много борьбы в первом раунде, чтобы чуть закислить вандербоя, выключить его сильные стороны. Во втором раунде мы увидели 40 секунд в стойке, где не было бомб
бомб, но как будто можно было зарубиться. Но Шавкат придерживался другого плана. Снова зажал Вандербоя у сетки, накинул тайских коленей. Вандербой там во фламинго превращался. На одной ноге стоит. И там постоянно колени. Бау! Бау! Потом Вандербой челночком на пятой точке перемещался и сам не заметил, как его правая рука оказалась заблокирована. Потом Шавкат положил на бок, вышел на прием, но тут Вандербой невероятными усилиями терпел и не уснул. Вот здесь браво. Здесь красавец. Стивен хорош, потому что Шавкат было видно, да, он как этот, знаешь, это фраза в хорошем смысле этого слова, как цепной пес. Вот он вцепился, здесь как бульдог. Бойцовский, да? Все, салам алейкум. Ну, Шал вышел, ты видел? Шал выбрался чистым. Где-то я это слышал. Думаю, тут фактор полной арены сказался. Шавкат не видел лица Томпсона, мог не услышать подсказку, а мы в трансляции видели, что там не хватило 2-3 секунды, чтобы уснуть. После этого было очень много локтей от Шавката и нависшая угроза финиша для Стивена. Последнюю минуту Шавкат работал, будто записывал видеопособие. Можно прям показывать, как выходить на нужную позицию. За 21 секунду до конца Шавкат пошел на прием за спиной. И за 7 секунд до конца боя рука боя пошла стучать. Официальный итог: остановка на отметке 4:56 минут. Да, можно подумать, что 4 секунды, что там такого, но представьте, какая огромная сила давила на Стивена Томпсона. Каждая там секунда растягивалась, как пытка. Плюс в этом же раунде он уже перетерпел. Это нереально вообще. Это нереально. Это Второй раз не нереально. вывез. Чуть больше 4 секунд займет у вас регистрация на теннисе КЗ с промокодом закреплен Стивена Томпсона. Ни борцуха Билал Мухаммад, ни мастер джиу-джитсу и грэпплинга Гилберт Бёрнс, ни тогдашний чемпион Тайрон Вудли, ни один из 23 предыдущих соперников никто не мог задушить Вандербоя. Вандербою еще раз респект за то, что принял все-таки этот бой, за его уважительное отношение. До боя Шавкат и Стивен вели себя как лучшие друзья. После боя тоже Стивен что-то говорил Шавкату, смею предполагать, что предсказывал будущее чемпионство и предлагал потренироваться вместе. Стивен и мы в прошлом выпуске говорили: Кель, Казахстан. Кель, родной! Все будет нормально, научим тебя атаковать, как бороться. Ну а сам Шавкат бросил вызов победителю чемпионского боя Колби Ковинтон. Леон Эдвардс там в итоге выиграл Эдвардс, но бой был настолько скучным, что если бы не выпуск из Спорт Шрёдингера, я бы пошел бы во время боя уже спать обратно, досыпать. Те минуты драгоценные, которые не доспал. Я думаю, после такого Леон должен забыть про мейн-эвенты, а Колби навсегда про титульники. Колби вообще после вот этого боя Шавката скажет: я больше с ним бороться не выйду. Я с этим пареньком выходить не хочу. После сегодняшнего выступления Дана мог бы смело бросать Шавката в титульник, но есть одна преграда. Первым в очереди идет Билал Мухаммад. Уайт обещал ему титульник, и кстати, у Билала серия 9 побед. Человек на такой серии просто обязан получить титульник. С Эдвардсом они дрались в марте 2021 года. Бой признали несостоявшимся из-за тычка в глаз от Леона. В общем, матчмейкеры UFC вряд ли в восторге от возможного боя Эдвардс-Мухаммад. Не удивлюсь, если будет скука, как против Ковинтона, еще и без раскрутки грязной. Читаю вопрос в ваших глазах через экран. С кем же теперь драться Шавкату? Хороший вопрос. Постараемся сейчас ответить. Сейчас у менеджера Саята Абдрахманова очень приятная головная боль, как и у матчмейкеров UFC. Выше Шавката в рейтинге 3 человека: Камару Усман, Гилберт Бёрнс и Колби Ковинтон. Все трое на поражениях, но Усман проиграл Хамзату Чимаеву на коротком уведомлении и в среднем весе. Я думаю... Кстати, ребят, повсюду в социальных сетях различных муссируется то, что Шавкату нужно... Не знаю, кому это нужно. Ну, видно, комментаторам нужно выйти с Хамзатом Чимаевым. Ребят, как вы думаете, вообще возможно, в принципе, подобное противостояние? И для чего это нужно? Это они что, принципиальные такие соперники? Или они как-то высказывались друг о друге, ну, касаемо спортивных каких-то навыков и достижений? Кто в курсе, ребят, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу.
Думаю, что идеальный расклад как раз бой Шавкат Усман. Такой бой можно сделать всё-таки главным боем неномерного турнира. Можно сделать соглавным на любом номерном турнире. Идеально с точки зрения продвижения Шавката. Есть предыстория с Хамзатом и общим тренером. Шавкат готов драться с Камару, потому что они не друзья. Просто в зале работали в одном и все. Готов ему начистить рожу. Шавкат вообще говорил, что не понимает позиции Камару. Думаю, правильные деньги убедят Камару выскочить Шавката. У Бернса уже есть объявленный Дана Уайтом бой, остается только Ковинтон. Шавкат сказал, что готов к трэш-току. Представляете, как все будут болеть, чтобы Шавкат нокаутировал, размазал, размотал, уничтожил. Блин, ребят, я вот смотрю, как Шавкат себя ведет, да, по интервью, там какие-то видео смотрел, как он на тренировках себя ведет, после матчевого интервью, когда выходит битва взглядов, да, он всегда спокойный, всегда спокойный. Я не понимаю, какой может быть вообще трэш-ток от Шавката Рахмонова. Мне кажется, он это даже и не умеет делать, ну, как бы в хорошем смысле этого слова. Он не такой человек. Как, к примеру, кто у нас король трэш-тока в свое время был? Конор Макгрегор, да? Вот там лютый трэш-ток был. Что с Хабибом, что с Флойдом Мейвезером. Палец на ноге сломал. Я не знаю, кто сейчас Колби. король трэш-тока. И ведь Шавкат это реально может сделать. Предыстория, опять же, уже есть. На пресс-конференции Шавкат рассказал, что план был финишировать Томпсона в первом раунде, но тот защищался. Сказал, что рад победе в День независимости, что порадовал страну. Про английский его тоже спросили, ответил, что не стыдно не знать другие языки. Его бои говорят сами за себя. Главное, свой Хочет язык говорить на знать. родном казахском языке. Спросили про следующие бои. Шавкат сказал, что будет ждать ответа от UFC, но к марту еще не будет готов. Надо восстановиться и отдохнуть. Повторю тут мысль Саята из наших интервью. Шавкат не спешит, и команда тоже не спешит. От себя еще отмечу вот что. У Шавката в этом году было 2 переноса боя. Это 2 изнурительных тренировочных лагеря. Поэтому реально нужно восстановиться. Плюс, судя по всему, есть проблемы с голеностопом. Еще показалось, как Шавкат вышел после боя, да? Говорить. Травма у него. Было ощущение, что он прям реально от всего этого устал. Хотел отдохнуть, да? Может быть, заболел, может быть, приболел. Но я думал, что он сейчас микрофон возьмет и скажет: «Эй! Иу!» Ну, понятно, Шавкат не такой. Делает, но я вообще утрирую, конечно. Но я думал, что какая-то речь будет прям... Пламенная, да? Пламенная. Она получилась такой спокойной. Короче, если я был бы на месте Шавката, я бы вышел после боя Стивена Томпсона, я бы сказал: «Иу! На спорт Шрёдингера подпишитесь! Ты все осталось! Бармен!» Жаль, не задали вопрос про финиши, потому что у финишей Шавката в UFC есть одна уникальность. 5 из 6 финишей Шавкат сделал на последней минуте. Реально дорабатывает до конца, цепляется до последнего шанса. Показатель. Исключением был бой с Мишелем Прозерисом. Там смог финишировать почти в середине 2-го раунда. Если что, раньше про свои финиши Шавкат говорил, что всегда ищет моменты для этого и рискует, в отличие от многих других бойцов. В плане настроя на бой всегда настроен на полную дистанцию, но выходит, чтобы в любой момент завершить. Психологически серия на него никак не давит. Ну что за тигр? Что за тигр? Думаю, для Шавката психологически пока сложно даются только интервью и разные медиа-мероприятия. И то даже из своего личного опыта там тоже есть огромный прогресс. Короче, Достар, если вы до сих пор не поняли, что Шавкат совершил настоящий тарих, вот вам несколько фактов. До Шавката никто и никогда не врывался в полусредний вес UFC с 6 досрочных побед. У него самая длинная досрочная серия среди всех действующих бойцов. Всего за 6 боев Шавкат оформил больше финишей, чем Усман, Эдвардс, Ковинтон и Мухаммад за всю карьеру в UFC. Да? У каждого из этого списка больше 15 боев в UFC, если вы вдруг забыли. Ну и напоследок мнение людей, которые лучше меня разбираются в боях и которые лучше всего говорят о сегодняшнем бое Шавката. Бывший чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй написал после боя: Шавкат нереально силен, а бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Алджа Стерлинг, который болел за своего друга
Кинга Вандербоя, Шавкат дрался очень умно и сделал то, что требовалось. На сегодня доста все. Не забывайте про подписку на канал. Полный бой по ссылке в Так, ребят, ссылка на оригинальное видео по традиции в описании. Очень крутой выпуск, информативный получился, прям посмотрел на одном дыхании. Крутая подача, повторюсь, ссылка в описании, переходите, подписывайтесь. 100 тысяч там надо добить спорту Шрёдингера. Тут уже 101 тысяча, но один фиг, подписывайтесь. Не забывайте подписываться и на мой канал. Давайте добьем 200 тысяч до Нового года. Осталось пару дней и пару сотен человек. Я думаю, у нас обязательно это получится. Ну и, конечно же, ребят, подписка на Бусти всегда приветствуется. Если вы любите формат реакция и порой не знаете, что и как посмотреть, все топовые фильмы, топовые сериалы мы смотрим на Бусти вместе, ребята. Кто думает, что смотреть фильмы в формате реакции, что? Или смотреть сериалы? Да зачем мне это нужно, ребят? Переходите, подписывайтесь, проверяйте. Так затянет, что потом будете, к сожалению, сами даже не рады, что подписались, потому что уже от этого тяжело будет отказаться. Проверено, ребята, это не мои слова, так пишут подписчики. Так что всех жду. А на этом все. Всем пока, удачи, до встречи.